Поехали. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Файхан, и я хочу вам представить мою работу «Финансовая грамотность детей. Поиск источников дохода и их реализация». Как сказал немецкий писатель Бертольд Авербах, нажить много денег– храбрость, сохранить их– мудрость, а умело расходовать– искусство. Финансовая грамотность– залог счастливого будущего. Нам очень интересна данная тема, так как в возрасте 8–9 лет у большинства детей возникает интерес и потребность в зарабатывании своих денег. Именно для исследования этого мы написали наш проект. Цель нашего исследования– формирование финансовой грамотности детей путем поиска источников дохода и их реализация. Для достижения своей цели мы изучили литературу, интернет-источники, исследовали отношение школьников к деньгам, узнали способы зарабатывания денег школьниками, определили мотивы расходования денег школьниками, узнали пути привлечения и приумножения денег. Гипотеза нашей работы. Если поставить цель, можно самостоятельно заработать в 12 лет. Я считаю, что тема «Ребенок и деньги» очень актуальна на сегодняшний день. И чтобы узнать степень финансовой грамотности сверстников, я провел Google опрос. В опросе приняло 100 школьников в возрасте от 8 до 13 лет. Почему я выбрал именно этот возраст? Потому что, на мой взгляд, именно в этом возрасте у ребенка закладывается первое впечатление о деньгах. Итак, если проанализировать опрос, то 60% опрошенных просто тратят свои деньги, которые им ежедневно дают родители. 30% занимаются бизнесом, но долго не копят деньги, часто тратят. И только 10% имеют разные виды бизнеса, такие как продажа, рисование на заказ, выполнение чужих домашних заданий, изготовление украшений, шитье масок, производство антисептиков и так далее, и используют выручку для увеличения своего дохода. Теперь я расскажу о собственном опыте зарабатывания денег. Свой первый доход я получил от продажи. Тогда я закончил первый класс. На весах мы повезли бырпах, чипсы и газированные напитки. Мы быстро продали весь бырпах, а чипсы и газированные напитки никто не покупал. Из этого следует первый вывод. Нужно знать интерес и потребность покупателя. Затем мы начали в школе перепродавать конфеты. Мы их в магазине покупали за 2 рубля, а продавали за 5 рублей. Мы попробовали принести в школу дорогие конфеты, но их дети не покупали. Второй вывод. Нужно рассчитывать на бюджет целевой аудитории. Чтобы сделать доход больше, мы решили продавать вещи подороже. Для этого мы создали свой бизнес-аккаунт в Instagram и вышли на большую аудиторию. Во время карантина наша страница продолжала работать. Отсюда следует третий вывод. Надо иметь несколько источников дохода, чтобы, когда один остановится, другой продолжал работать. Затем мы заинтересовались вкладами. Во вкладах можно получать процент от того, сколько накопил. И наши родители поддержали наш интерес. Теперь мы ежемесячно получаем 10% на наш остаток в копилке. Это нас учит тратить деньги с умом. Также у нас есть большая мотивация хорошо учиться, ведь когда мы заканчиваем четверть без троек, получаем 4000, а когда мы станем отличниками, мы получаем 5000. Как говорится, любой труд должен оплачиваться. Так мы смогли накопить на большой уличный батут. Идея приобрести батут у нас возникла весной. Тогда батут стоил 18 тысяч, а летом цены поднялись уже до 24 тысяч. Это значит, что не надо брать первое, что попалось. Надо хорошо изучить рынок. Осенью, когда сезон батутов закончился, мы купили его за 15 тысяч. Этот батут для нас не только средство развлечения, но и источник дохода. Мы сдаем его в аренду на 3 дня, на 3 дня и за 5 дней, за 3000, и за 5 дней мы уже восполнили наш расход. Как пишет Бодо Шефер в книге «Пес по имени Мани», батут наша золотая курица. То есть мне с братом будет приносить проценты. А еще мы с братом снимаем платные видеоуроки по кулинарии, монтируем видео на заказ. То есть без никаких вложений, используя лишь свои умения, можно пополнить свою копилку. Из этого мы делаем вывод. Хорошо заниматься тем делом, которое тебе нравится и который ты хорошо умеешь. Итак, какие выводы мы вынесли из нашего проекта? Во-первых, нужно иметь мечту, для которой ты копишь деньги. Я сейчас мечтаю о компьютере, и по моим планам я должна на него накопить до августа 2021 года. Моя вторая мечта– это машина. Я на него тоже коплю. Если каждый год буду откладывать по 50 тысяч рублей, то к 20 годам я смогу накопить 400 тысяч рублей. Это будет хорошим капиталом для покупки автомобиля. Также нужно вести тетрадь доходов и расходов. Нужно знать бюджет, интересы своего покупателя.
Надо иметь несколько источников дохода, вложить деньги в дело и получать от этого проценты, заниматься любимым делом. И главное, не бояться и смело идти к своей мечте. Таким образом, я достиг своей цели, и моя гипотеза, если поставить цель, можно самостоятельно заработать в 12 лет, подтвердилась. Я научился зарабатывать и приумножать деньги, и буду делиться с друзьями своими знаниями. Спасибо за внимание.